Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Гэта музычная рубрика «Такога вы не чулі». Маша Калеснікава пры мікрафоне. Сёння наша госця беларуска-украінская спявачка Валерыя Садоўская, якая выступае зараз пад псевдонімам «Такая». Нядаўна у Валерыі выйшла новая песня і кліп на яе «Вбыла мылагу». І сёння мы слухаем трек у нашым жывым эфіры. Калі ласка. А вбила милого мого, а вбила милого мого, а вбила милого мого, ай-я. Слухайте, я вам розкажу, так я вбила, але не шкодую, ні, все не так. Як здається, так йому треба було, він забрехався, тому я вбила милого мого, а я вбила милого мого, а я вбила милого мого, ай-я, всі дівчатка у мене зрозуміють, на підлозі гірко плакала, в квартирі ні, все не так. Як здається, так йому треба було, він що закохався, тому я вбила милого мого, а я вбила милого мого, а я вбила милого мого, ай-я. Це було минулої нічі, я була сама не своя, але я, звісно, знаю, що це не моя провина. Він солодко клявся любити завжди, та я вірила йому, намріяла мрії, а він зараз до неї мене залишив. Зустріться в руках до нього прийшла і... Вона вбила милого свого. Такого вы не чулі? Такая вбыла мылагу. Валерыя, калі ласка, сядайце на пачэснае месца. Дякую, прывітанне. Прывітанне. Слухайце, ну калі шчыра, вось паглядзеўшы кліп, паслухаў трэк і убачыўшы вось гэтую фразу «такая украінская сучасная поп-музыка з яскравым нацыянальным каларытам», мне крыху так стала сумна, таму што Валерыя Садоўская беларуская спявачка, праўда, і так хацелася б, каб тут было написано «беларуская сучасная поп-музыка з нацыянальным яскравым каларытам». Ну, я так разумею, што проста вы зараз жывеце ў Киеве, так, і спрабуеце зарэкамендаваць сябе менавіта на той сцэне. Да, все верно. Я на самом деле понимаю прекрасно. У меня где-то тоже есть такая, можно сказать, ну, печаль по поводу того, что я бы хотела и в Беларуси, чтобы обо мне так написали, что это белорусская современная музыка с белорусским колоритом. Но, к сожалению, как-то сейчас просто так все складывается, что ввиду обстоятельств я переехала уже 5 лет, я живу в Киеве, и пишу музыку, занимаюсь творчеством именно там. Вот, поэтому сейчас я просто чувствую так, что я должна делать эту музыку. То есть это не из-за того, что
вот я переехала в Украину, я сейчас буду петь на украинском языке, или это потому что это модно, или потому что другие поют. Нет, просто есть этапы в жизни, когда человек чувствует исполнителя, особенно который пишет музыку сам, он должен петь там на русском языке или на белорусском, или, как в моем случае, на украинском. То есть я никогда не исключаю того, что я бы спела на белорусском языке, тем более, что у нас будут выходить песни на белорусском языке. Ну, как бы все равно это мой родной язык, и несмотря на то, что живя в Украине, мне, например, жаль, что у нас не так, как так правильно сказать, красиво, что люди не разговаривают на своем языке, да, так как это, например, делают в Украине. То есть если бы у нас столько всего вокруг нас окружало на белорусском языке информации, мы бы тоже говорили. И тоже бы пели, и вот были бы такие заголовки. Вот я так вам растянула ответ сильно. Слухайте, ну увогуле вы фіналістка 5-го сезону украінскага голаса краіны, так? Тое, што вы засталіся ў Кіеве, гэта як бы водгукі менавіта ўдзелу ў праграме, у тэлешоу? Гэта гэта быў нейкі кантракт, нейкая такая неабходнасць? Ну, вообще все в целом вышло именно так. Я приехала, пригласили еще, когда я жила в Беларуси, пригласили кастинг-менеджера проекта «Голос», но у меня не было ни в коем случае цели остаться, несмотря на то, что моя старшая сестра живет в Украине уже достаточно много времени. Я приехала, и после того, как прошла слепые прослушивания, потом я возвращалась обратно в Минск, и мне приходилось ездить на батлы, нокауты, дальше, дальше, дальше. Вот. И в какой-то момент я просто поняла, что в Минске у меня нету, ну, как бы так правильно сказать, такого фидбэка от песен, от выступлений. Когда-то я принимала участие в Академии талантов в проекте белорусском, я его выиграла, и думала тогда в свои 17 лет, что сейчас это все вообще так легко пойдет, все будет так супер. Но я же выиграла проект, значит, у меня сейчас должны быть концерты, но это такой юношеский максимализм абсолютно. Я очень рада, что это со мной тогда случилось, что я в тот момент расслабилась, например, а не сейчас. Вот, я подумала, что меня не то, что что-то держало здесь, нет у меня там карьеры, которую, например, жаль было бы оставить, да, и тем более все-таки это ближние страны, и одно другому не мешает совершенно, то есть где-то записывать песни дистанционно, их здесь представлять. Ну, в принципе, так и получается уже 5 лет, вот, что я езжу туда-сюда, туда-сюда, то есть как бы я не могу сказать, что я в одном месте всегда нахожусь, то есть, ну, как-то на 2 страны, но большую часть времени, конечно, в Украине, потому что у меня уже там тоже семья своя, вот, и таким образом получается. А што вам вось як маладой выканаўцы не хапала у Беларусі? Вось чаму вы ўсё ж не змаглі тут на 100% рэалізавацца? Мне кажется, вот на самом деле 2 года назад я выпускала альбом, и даже там были песни на украинском языке, но я его не релизила в Украине вообще. То есть весь у меня акцент был сделан только на Беларусь, на белорусские радиостанции. Я ходила там, пыталась на ТВ-шоу с этим альбомом. В принципе, он неплохо зашел, люди слушали, есть даже, я знаю, что люди выделяли там любимые свои какие-то композиции. Но, например, у меня не дошло дело до концертов, поскольку этой аудитории, которая слушала мою музыку, не хватило бы, чтобы я собрала какой-то зал. Вот. И я знаю, что есть много артистов, которые, я их называю студийными артистами, да, есть концертные, есть студийные. Я себя пока что отношу к студийным, к студийным исполнителям, хотя мне очень сильно бы хотелось уже наконец-то вырваться из 4 стен и представить свою музыку, просто именно почувствовать живую энергетику. Я об этом очень сильно давно мечтаю, и этого я не получала в Беларуси. Ну и плюс, опять же, у нас почему-то, не знаю, как так, сейчас, конечно, все это намного лучше, но своих все равно хейтят, да, то есть вот даже там взять этот проект Академии талантов, он в принципе, был достаточно неплохо раскручен, там люди знали, да. Все выходцы с Академии талантов, например, очень многие участвовали в отборе на Евровидении в том же.
об отборе не было ни слова нигде, да, то есть, ну, это люди знали о нем только те, которые либо друзья музыкантов, которые там участвуют, да, как бы не было это сильно вот в такой легкой доступности для того, чтобы артист мог себе получить новую аудиторию просто из просто слушателей. Вот, поэтому, конечно, здесь в этом плане, мне кажется, даже тяжелее, чем в Украине, потому что там можно сделать концерт, no name, если ты абсолютно никому не известен, ты можешь сделать концерт, и к тебе все равно кто-то придет. Ну, как-то потому что люди интересуются музыкой. У нас почему-то считается, что ты крут только если ты куда-то уехал. Да, где-то ты там выступил на том же голосе. Поэтому многие рвутся ехать нам на голос, чтобы потом здесь было проще что-то делать. Ну, как бы это такая реальность. Ваш трек і ваш кліп, до речі, добра глядзяць, так? За некалькі дзён амаль 50 тысяч праглядаў. Трек патрапіў так на другое месца iTunes украінскага. Да, да, да. Вось як вы паставіліся, калі гэта ўбачылі? То бок, ну, ён ускалыхнуў людзей? Пиар-менеджер, девушка, с которой мы работаем вместе, она, ну, естественно, это как бы ее работа, она все это чекает, она все проверяет, вот, и она мне просто скидывает принтскрин и говорит: Лера, смотри, мы на 11 строчке, а это, получается, топ-200, то есть стартанули с 11 строчки, это было так прикольно и приятно, потому что, когда даже вот тот альбом выпускали, он даже в Беларуси не попал, да, ни в какой iTunes, естественно, вот, и потом мы следим, смотрим уже 9 место. Я такая: не, ну выше 3 не поднимется, наверное. Ну, вряд ли, потому что я там только, я знаю, что вот там Монатик выпустил песню, он был, да, на 1 строчке. Потом мы обновляем, и мы на 2 месте. Я как бы понимаю, что это очень легко это место потерять быстро, потому что все равно выходит песня, обновляется, кто-то кого-то один раз больше скачали, и ты уже типа где-то внизу. Вот. Ну, и мы старались поддерживать. Клип тоже там максимально делали репосты. У нас и было очень приятно, что много очень белорусов поддерживало, и украинские разные там и ведущие знаменитости тоже себе репостили, вот, хотя мы как бы не просили об этом, точнее, кому-то мы, конечно же, обращались, чтобы нас поддержали, но в большинстве случаев нет, и вот это было особенно приятно, очень здорово. У нас мала часу застаецца. Вы нейкім чынам падтрымліваеце стасункі з людзьмі, з якімі вы удзельнічалі ў голасе. Так, напрыклад, ваш настаўнік быў Александр Пономаров. Да, да, да. Ну, я скажу честно, что с ребятами, которыми мы участвовали на «Голосе», мы общаемся все меньше и меньше. Как бы мы там друг на друга, понятно, все подписаны, ну, там это очень легко, да, следить где-то в тех же соцсетях. Но не сильно общаемся, потому что каждый делает свою карьеру, выстраивает, и как-то не до этого. И я не думаю, что это из-за того, что там есть какая-то типа конкуренция. Мы не конкуренты, как бы у нас у всех разные направления. Ну, просто как-то вот у меня так сложилось, что даже если взять наш белорусский проект, то же самое. То есть как-то каждый сам по себе, ты постоянно знакомишься с новыми людьми, и вот оно так получается. А с Александром, ну вот в последнее время все меньше и меньше, потому что уже все-таки много тоже времени прошло, ну как-то приезжали к нему и в студию, выступали у него бэк-вокалистами, были на его сольном концерте во Дворце Украина. То есть, ну, как бы все своим чередом, все просто очень быстро идет время. Ясно, дзякуй, Валерыя вялікі, што завіталі да нас. Спасибо вам большое за приглашение. Дзякуй. Я нагадаю, што госці сённяшняй музычнай рубрыкі «Такого вы не чулі» стала Валерія Садоўская, спявачка такая, якая выканала у нас трек «Вбила милого».